الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد معاشر المؤمنين عباد الله уверующие о рабы Аллаха. Поведал пророк алейхиссалату вассалам следующую историю. Жили некогда трое из сынов Исраиля. Трое из сынов Израилевых. Абрас, ва акра, ва а'ма. Прокаженный, плешивый, с лысой и слепой. И пожелал Аллах испытать их и отправил к ним ангела. И явился этот ангел сначала к прокаженному. Прокаженный тот, который болеет вот этой вот болезнью, проказой, когда повреждена кожа. Когда портится кожа. И сказал ангел ему: «Эйю шей'ин ахаббу илейк». Какая вещь для тебя самая желанная? Он ответил: я хотел бы красивый цвет иметь тело. Я бы хотел иметь красивую кожу, чтобы ушло от меня вот то, из-за чего меня брезгуют люди. И ангел провел рукой по нему, и ушло, вот это с него сошло, то, из-за чего брезговали им люди. И был дарован ему красивый цвет кожи. Затем ангел сказал: «Фаэйюль мари ахаббу илейк». А какое имущество для тебя самое желанное? Он сказал: я хотел бы иметь верблюдов. И тогда дал ему ангел верблюдицу беременную, которая уже была на последних месяцах беременности. Затем ангел пришел к плешивому. Спросил его: а для тебя что самое желанное? Он сказал: чтобы был у меня красивый волос. Красивые волосы я хочу, чтобы ушло то от меня, из-за чего люди брезгуют мною. Провел ангел тогда и по нему рукой, и были дарованы этому человеку красивые волосы. А какое имущество для тебя самое желанное? Коровы. Коровы, сказал этот человек, и тогда была дарована ему беременная корова. Была дарована ему, и сказал ангел: баракаллаху ляка фиха, пусть Аллах даст бараку тебе в этом. Затем он явился к слепому ангелу и спросил его: что для тебя самое желанное? Он не стал просить красивое, что нет. Дайте мне красивое то и красивое это. Нет, он сказал, чтобы Аллах вернул мне, посмотрите. Он не сказал: хочу красивую кожу. Он сказал, чтобы Аллах вернул. Он сердце свое привязывает к кому? К Аллаху субхану ва тааля только. Чтобы Аллах вернул мне мое зрение, чтобы я мог видеть людей. И провел тогда ангел рукой, и вернул Аллах ему зрение. И сказал: какое имущество для тебя самое желанное? Он не стал просить верблюдов, коров. Скромно он сказал: овцы. И тогда дарована была ему овечка, беременная овечка. И вот сказано в хадисе: верблюдица и корова, они принесли приплод, и овечка родила. И появилась у первого целая долина верблюдов, у второго появилась целая долина коров, у третьего появилась целая долина овец. Посмотрите, они приобрели имущество, они стали богатыми сейчас. Богатыми и еще и здоровыми. Какое искушение, когда богат и здоров. Богатые и здоровые, еще и красивые. Посмотрите, теперь у раба Аллаха, чем все это закончилось. Каков был итог? Как может человек забыть свое начало? И к чему может привести человека его алчность и его скупость? А затем этот ангел вновь явился через какое-то время прокаженному, явился в облике, в ином облике, в специальном, особом образе, что, может быть, этот человек, он помнит свое прошлое, что с ним было раньше. Может быть, он помнит, что он был бедняк и обогатил его Аллах. Ангел явился и сказал: я бедный человек. У меня нет возможностей сейчас никаких материальных и средств, я лишен, и у меня нет сейчас возможности добраться, закончить свой путь, я путник, добраться до дома, иначе как с помощью Аллаха, а потом твоей. И я прошу у тебя именем того, который даровал тебе красивый цвет кожи, который даровал тебе хорошую кожу, который даровал тебе имущество,
Именем Его прошу у тебя одну верблюдицу, чтобы я смог на ней продолжить свой путь, чтобы я смог доехать. О, рабы Аллаха, посмотрите, вот эта история рассказана была пророком, алейхиссалату вассалям, сколько столетий назад, но то же самое происходит и сегодня. Как много в наших дне людей, которых обогатил Аллах, богатые люди, кроме тех, кого помиловал Аллах субхану ва тааля, таковых мало, они подобны вот этому вот прокаженному. Что сказал этот прокаженный в ответ на просьбу ангела, который пришел к нему в образе бедного путника? Он сказал: «Аль-хукук касира». Аль-хукуку касира. Слишком много разных обязанностей. Слишком много разных требований, разных просьб. Один просит, второй просит. То же самое, что сегодня говорят многие богатые люди. Слишком много просят, то один просит, то другой, слишком много обязанностей, оправдание, которое хуже, чем сам грех. И ангел тогда сказал ему: «Каанни аарифук», как будто бы я тебя знаю. «Алям таку абраса, якзуракан нас». Разве ты не был вот этим прокаженным, которого брезговали люди? «Факиран фаатак Аллах». Ты не был бедняком, и даровал тебе Аллах. Ответ этого человека каков? Все. Он забыл Аллаха. Он забыл благодарность Аллаху. Как тот человек, про которого пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, послал Умар ибн аль-Хаттаба, пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы собирать закат с людей. А потом пожаловались пророку, алейхиссалату вассалям, сказали: человек по имени Ибн Джамиль не хочет давать закат, отказывается давать закат. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? «Ма янкиб ибн Джамиль илля аннау кана факиран фаагнаху Аллах». Этот Ибн Джамиль мстит только из-за того, что он был бедным, а Аллах обогатил его. Аллаху акбар. Был бедным, Аллах обогатил, он же должен быть благодарен Аллаху, а он вместо этого упирается и злится, и мстит, и не дает закат. Аллаху акбар. Вот так вот человек забывает о даре, о милостях Аллаха субхану ва тааля. И когда ангел сказал ему: разве ты не был вот этим вот прокаженным, который брезговали люди, ты не был бедным, и Аллах обогатил тебя, что он сказал? Он сказал: «Иннама варисту хазаль маль кабиран ан кабир». Нет, я унаследовал это имущество от отцов своих и от дедов. Аллаху акбар. Вот к чему приводит алчность. Опуститься до такого, что начать лгать. И как многие тоже богатые люди, которые были раньше бедными, разбогатев, они начинают придумывать себе какую-то родословную, какую-то генеалогию. И все у него, и отцы, и деды, все были богатые, все были аристократы. Аллаху акбар. Так вот жадность, скупость заполняет сердце человека. Подходишь к богатому человеку, говоришь ему: вот прекрасно есть благотворительный проект. Вот мечеть Аллаха, дом Аллаха. Участвуют в строительстве мечети. Вот есть люди, дети или молодые люди, которые хотят изучать таухид и сунну, Коран и сунну, и распространять это среди уммы, среди общины. Мы же нуждаемся в этом. Община нуждается в том, чтобы много было людей, которые знают Коран и сунну, распространяют единобожие и сунну. Как мало их. И это невежество, из-за него и страдает наша умма, наша община. И все беды наши из-за этого. Говоришь ему: давай будем помогать, чтобы учились вот эти вот студенты, эти дети, эти туляб аль-илм, чтобы они учились Корану и сунне. Или потратить на бедняка, или потратить на больного. Или вот сироты есть, давай им поможем. Как будто ты у этого человека сейчас хочешь оторвать голову. Он на тебя смотрит с таким холодным взглядом и с таким презрением на тебя смотрит. Есть и такие даже, которые в мечеть из-за этого не ходят. Оставляют посещение мечети, боясь, что что-то там надо будет потратить на пути Аллаха субхану ва тааля. Как будто ты хочешь у этого человека сердце забрать. Или как будто ты у него глаз хочешь вырвать. Или как будто ты хочешь душу из его тела извлечь. Несчастный. Несчастный ты. Потому что ты сейчас жадничаешь в отношении себя самого. Ты думаешь, твои деньги так нужны кому-то. Ты думаешь, ты делаешь одолжение, когда даешь туляб аль-илм, искателям знания, что-то жертвуешь, или какие-то на твои деньги книги напечатали религиозные, или газеты, или брошюры, или мечеть построили. Ты думаешь, ты одолжение делаешь бедняку? Это Аллах тебе делает одолжение, что Он тебе позволил вот эти твои жалкие гроши, эти деньжата твои, потратить их ради Него и спасение обрести тем самым.
Тебе Аллах делает одолжение, вместо того, чтобы ты растратил их, неизвестно на какие цели, прогулял бы эти деньги, промотал бы их, или бы, да, может быть, ты их накопил бы, сохранил, но потом дети твои их разбазарят. И потомство твое разбазарит их потом все равно. И никакой бараки не будет благодати от этих денег. Поверь, это так и есть, и это проверено. И вот этот вот прокаженный, посмотрите, его жадность, скупость, к чему его толкнула, что уже лгать стал. Говорит, унаследовал я от отцов, от дедов. И тогда этот ангел ему сказал, инкунта казибан фасайярака Аллаху иля ма кунт. Если ты лжешь, да вернет тебя Аллах в то состояние, в котором ты был прежде. Дуа, мольба от ангела. Отвечает Аллах субхану ва тааля на эту мольбу. И все. И вот эта милость, эти дары ушли. Из-за его скупости, из-за его жадности. Поэтому, о богатый человек, если Аллах субхану ва тааля дал тебе имущество, не забывай свое начало. Не забывай, откуда у тебя это. Понимай, что сейчас, по милости Аллаха, ты из тех, чья рука верхняя. То есть ты можешь сейчас, по милости Аллаха, расходовать. А может Аллах тебя наказать, что потом твоя рука будет нижняя, а ты будешь ходить и просить у людей. Затем ангел явился к плешивому, к лысому. Произошло то же самое. И ответ его был такой же. И ангел сказал и ему, «Ин кунта казибан, фасайярака Аллаху иля ма кунт». Если ты лжешь, да возвратит тебя Аллах в то состояние, в котором ты был прежде. А вот затем ангел явился к слепому. В специальном облике, в специальном образе и сказал, я бедняк, я путник, нет у меня средств в пути моем, лишен их. И не могу вернуться сегодня я, добраться до дома, иначе как с помощью Аллаха, а потом твоей помощью. Бедняку, слепому человеку, бывшему слепому, ему не надо было напоминать ни о чем. Он сам сразу вспомнил. Он, увидев вот этого бедняка, сразу вспомнил. Вот что делает иман с человеком, вера в сердце. Он не забывает свое начало. Он увидел этого бедного человека и сразу что сказал? «Адкунту а'ма, фараддаллаху илейя басари». Я был слепой, и Аллах вернул мне зрение. Даже этого уже достаточно. Уже помимо имущества. Я был слепой, Аллах мне вернул зрение. «Фахуз мачит, вада' мачит». Бери, что хочешь. И оставь, что хочешь. Фаваллахи ля джадука леум бишей. Клянусь Аллахом, никаких препятствий тебе не буду я чинить, что бы ты ни взял ради Аллаха. Ради Аллаха. Аллаху Акбар, вот что делает иман с сердцем человека. И вот тогда ангел раскрыл ему реальную суть вещей. Он сказал, амсик малак, фаиннама бтулитум. Оставь себе свое имущество. Это было только испытание для вас. Факад радия Аллаху анк. Васахита аля сахибейк. Остался доволен Аллах тобой и разгневался на двух твоих товарищей. Посмотрите, о рабы Аллаха, имущество не только осталось у него, и приумножил ему Аллах субхану ва тааля. Вот так вот имущество приводит праведного человека к довольству Аллаха субхану ва тааля. Поэтому великие уроки для нас в этой истории. Если будешь тратить на пути Аллаха, давай садака. Давай садака, трать на пути Аллаха субхану ва тааля. Даже если ты не богат. Пусть это будет мало, но искренне ради Аллаха субхану ва тааля. Трать на пути Аллаха субхану ва тааля ради Него. И вот это имущество, которое ты ради Него будешь тратить, посредством Него ты чего достигнешь? Самого главного, ред Аллах, довольство твоего Создателя тобой. Рая ты достигнешь, обители Аллаха субхану ва тааля. Помимо этого и в этом мире, эти твои траты имущества на пути Аллаха субхану ва тааля будут причиной того, что сохранит Аллах для тебя имущество твое и приумножит. А если будешь скупиться и жадничать, в вечном мире, что ждет тебя? Гнев Аллаха. Огонь! А в этом мире ты потеряешь то, что ты имеешь. Дальше, рабы Аллаха, мы сказали с вами, что имущество это испытание. Но это фитна, но имущество это и великий дар, это великая милость Аллаха, если только человек тратит его правильно. Поэтому воспользуется этой возможностью. Богатый человек, будешь бояться Аллаха субхану ва тааля в отношении твоего имущества, ты достигнешь довольства Аллаха субхану ва тааля. Но вот эта вещь, она нуждается в чем? В знании.
В знании она нуждается. Когда у человека вот тут в сердце есть знание религиозное, настоящее знание, вот тогда при сочетании имущества и знания, вот тогда он достигает довольства Аллаха Субхану ва Тааля посредством своего имущества. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому сказал, что в этом мире вообще все люди делятся на 4 группы. Вот каждый из нас относится к одной из этих 4 групп. Пусть каждый подумает, к какой из них он относится. Первая группа. Человек, которому Аллах Субхану ва Тааля дал имущество и дал ему знание. И он боится Аллаха Субхану ва Тааля в отношении имущества. И он поддерживает родственные связи посредством имущества. И он знает свои обязанности перед Аллахом в отношении этого имущества. И вот это самая высокая степень. Имущество есть и знания есть. И он ради Аллаха тратит это, как любит Аллах. А вторая группа. Человек, которому Аллах дал знания религиозное, понимание, но не дал ему имущество. Но у него правдивое намерение, искреннее, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. И у него такое намерение в сердце, что если бы у меня было имущество, как вот у этого человека, то я обязательно поступил бы с ним так же, как он поступил. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Фахуа бинияти», и ему будет за его намерение. «Фааджрахума сава», и награда у них, у первого и второго одинаковая. Аллаху акбар. Пусть у тебя нет денег, но намерение имей, что если будет, ты будешь тратить на пути Аллаха Субхану ва Тааля это щедро и не будешь скупиться. И достигнешь тогда вот такой вот высоты, даже если у тебя нет сейчас имущества. А третья группа. Это человек, которому Аллах Субхану ва Тааля даровал деньги, но не даровал ему знания. И он растрачивает эти свои деньги без знания. И он не боится Аллаха Субхану ва Тааля в отношении этих денег. Он не поддерживает родственные связи. Он не соблюдает права Аллаха Субхану ва Тааля. И сказано, «Фахуа би ахбасиль маназиль». И это самая скверная, отвратительная степень положения. Не дай нам Аллах оказаться в этом положении. Как Карун. Джахиль человек. Джахиль, он невежда. Он невежда. Он не знает религию Аллаха, не понимает религию. Нет в сердце. Но имущество есть, и он растрачивает его направо и налево, или на увеселения какие-то, или на приумножение, или он на женщин тратит, или на танцовщиц, или на певиц, или еще что-то. Или он дает деньги свои под проценты, занимается ростовщичеством. Когда ему говорят, бойся Аллаха, давай садаку, давай милостыню, или участвуй в строительстве мечети, или участвуй в какой-то еще благотворительном в каком-то поступке, ты как будто ты хочешь сейчас у него забрать душу из его сердца, вырвать. Так он к этому относится. А четвертая группа – это раб, человек, которому Аллах не даровал ни денег, ни знания. Аллаху акбар. Ни денег, ни знания. Но он говорит, если бы у меня были деньги, как вот у этого, у третьего, то я бы поступил с ними так же, как он поступает. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Фахуа бинияти, фахума фил визри сава». И будет ему по намерениям его, и в грехе они одинаковы. Аллаху акбар, сколько людей, нет у них денег, но он невежда, и он засматривается на вот этих вот богатых транжир и думает, а у меня бы было, и я бы так потратил и сюда, и купил бы то, и это, и занялся бы такими увеселениями, и поехал бы туда и сюда. А может быть еще и лучше, я бы начал отдавать эти деньги в рост под проценты, чтобы получать какие-то доходы, и работать мне вообще не надо было, имущество. Вот это его мысли, вот этого бедняка невежественного. И сказано, что и ему грех такой же пишется, как тому, который тратит имущество на харам и на пустое. И, наконец, о рабы Аллаха, посмотрите, насколько опасна вот эта вещь, алчность и жадность. К чему она приводит людей? Как она опускает человека? В примере с этим прокаженным, в примере с этим плешивым, когда он начал лгать и говорить, что это имущество у него унаследовано им от его отцом. Вот так вот многие сегодня тоже, люди, у которых есть имущество, когда их зовешь тратить на пути Аллаха Субхану ва Тааля, тоже начинают лгать. Начинают смотреть тебе в глаза и лгать. Начинают говорить, ты понимаешь, у меня у самого долги, весь я в долгах. Или начинают говорить, я сам, вот все деньги вложены у меня в дело. Все вложены, вообще свободных денег нет, даже вот, ничем не могу. Рад бы помочь, ничем не могу. И лжет этот человек. Вот так вот жадность, алчность, скупость. Итог ее – это крах. Итог ее – это то, что человек не выдержал экзамен, который дал ему Аллах Субхану ва Тааля, и получил, и навлек на себя гнев Всевышнего Аллаха. Такая страшная эта болезнь у рабы Аллаха – алчность и жадность. Поэтому Абдурахман ибн Ауф,
рассказывает, он когда проходил вокруг Каабы, совершал таваф, все время повторял: Аллахумма кини шухха нафси. Аллахумма кини шухха нафси. Аллахумма кини шухха нафси. О Аллах, защити меня от алчности души моей. О Аллах, защити меня от алчности души моей. Ему сказали: почему ты так много произносишь эту молитву? Он сказал: «Иза вукиту шухха нафси, вукиту л-бухля, вал-зульма, вал-катиа». Если защищен я буду от алчности моей души, значит буду защищен я и от скупости, и от того, чтобы притеснять кого-то, от несправедливости. Буду защищен от того, чтобы порывать родственные связи. Пусть Аллах Субхану ва Тааля защитит нас всех от скупости наших душ. И, наконец, важный вывод, если вы обратили внимание. Этот ангел, когда явился в образе путника бедного, попросил помощи. И он сказал: я не могу добраться иначе, как с помощью Аллаха. Сумма бик, а потом твоей. И это очень важно для нас. Как много людей, которые говорят: Аллах и ты помогли мне. Или прошу помощи у Аллаха и тебя. И говорят через «и», упоминая Аллаха, потом говорят «и», присоединяют к Аллаху кому-то через этот союз «и». Это ширк, это многобожие, приравнивать кого-то к Аллаху, даже в подобных выражениях. А некоторые еще и наоборот ставят человека сначала, а потом упоминают Аллах. С твоей помощью и помощью Аллаха, говорят так некоторые. Это ширк. Если хочешь кого-то упомянуть после Аллаха Субхану ва Тааля, то говори «сумма», а потом, с помощью Аллаха, а потом твоей помощи. Это таухид, это единобожие. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.